Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Центр избирком Абхазии отложил вопрос рассмотрения кандидатур Астамура Какали, Астамура Утырба и Артура Анкваб в качестве кандидатов на выборах президента республики, сообщает информационное агентство «Спутник Абхазия», ссылаясь на слова председателя ЦИК Республики Тамаза Гогия. Комиссия Центра избиркома была не в полном составе. Для того, чтобы рассмотреть довольно непростой вопрос, было принято решение отложить рассмотрение на 26 июля. Поступило предложение дождаться явки большинства членов ЦИК, чтобы каждый мог участвовать в голосовании по данным вопросам, так как есть разные мнения, отметил Гогия. 23 июля, день празднования государственного флага Абхазии, продолжили на набережной столицы. Там проходили народные гуляния, организованные Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом. Конное факельное шествие, выступления оркестра народных инструментов, исторические знамена и многое другое могли увидеть гости праздника. Все подробности в репортаже Алики Трапш. Ежегодно День государственного флага Абхазии широко отмечается в стране. Традиционно в этот день жители и гости нашей страны устремляются на набережную столицы, где и проходят основные торжества. Песни, танцы, гуляния в национальной одежде. Всюду царит праздничная атмосфера. Мероприятие началось с конного шествия. Трое всадников в национальных костюмах с флагами в руках прошлись от улицы Пушкина до Абхазского драматического театра и установили один из флагов на площади у сцены. Тем временем на сцене проходило выступление Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария. Волшебное звучание Аюма, Ахыма, Абхерца, Ачамгур не оставили никого равнодушным. Специальным гостем концерта была певица Мадина Кварацхелия. На празднование Дня государственного флага Абхазии люди приходили со своими семьями. Все в хорошем настроении поздравляли друг друга. Многие вспоминали, какой ценой досталось народу Абхазии право на собственный флаг, символизирующий свободу и независимость. Хочу поздравить абхазский народ с этим великим днем, днем единства нашего народа. Это знамен, за которым наши отцы шли завоевывать нашу свободу, отстаивать наши права. И мы должны гордиться им. Поздравляю всех представителей народа Абаза. Желаю, чтобы мы всегда были едины, чтобы никогда наша связь не прерывалась. Я поздравляю все население Абхазии с таким замечательным праздником, чтобы нам всегда было радостно. Вот как вот на флаг смотрим, нам радостно, так все пусть радуются вместе с нами. Я всем народам желаю этого. Поздравляю абхазский народ с этим великим праздником, с Днем флага. Желаю радости, счастья. Мое пожелание, чтобы каждый год народ вот так собирался на берегу, чтобы поздравляли друг друга, чтобы вот эти мероприятия приятные, самые такие вот хорошие дни, чтобы они продолжались. Уже по сложившейся традиции этот праздник многие встречают в национальных костюмах. Желающих с ними сфотографироваться туристов и местных жителей немало. Астамур Эшба сшил себе традиционный абхазский костюм 4 года назад. Одевает его исключительно в праздники. По его признанию, носить национальную одежду нелегко, так как его носитель должен следовать принципам Апсора. По своему желанию полностью шил. Правда, вот этот кинжал мне достался от прадеда. Ради него я сшил всю черкеску. Это серебро полностью ручная работа. Он не реставрировался ни разу. Здесь наша эшбовская печать стоит. От Абхазского драмтеатра до Брехаловки организаторы праздника установили 21 историческое знамя, которые в разные годы развивались над Абхазией. Здесь же были установлены и информационные стенды, рассказывающие историю становления каждого из них. Люди с интересом подходили, знакомились с историей знамен и фотографировались на их фоне. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс не первый год рядом с празднованием Днем государственного флага Республики Абхазия. Это дата, которая, безусловно, объединяет всех.
абхазов, абазин, весь Северный Кавказ. Именно потому, что под этим флагом сражались, шли в бой наши братья во время нашей Отечественной войны народа Абхазии. От имени Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса мы поздравляем всех с тем, что мы имеем этот день, имеем флаг, имеем гимн, имеем герб. И это то, что является нашей государственностью. Ключевым событием праздника стало народное шествие. Люди в сопровождении конницы и группы факельщиков пронесли огромное 20 на 30 метров полотно государственного флага Абхазии по набережной Махаджиров. В заключении вечера танцоры государственного ансамбля народного танца «Шаратын» исполнили танец Айбар-Кыра. Причем в танцевальном шоу вместе с профессиональными танцорами мог поучаствовать любой желающий. Аля Катрапш, Томас Чиковани, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. Праздничным концертом День государственного флага отметили в Пицунде. Город-курорт вновь порадовал жителей и гостей. На празднике побывала и наша съемочная группа. Подробности у Саида Джерсалия. День государственного флага Республики Абхазия ежегодно отмечается по всей стране. В этот день наша съемочная группа посетила Пицунду. Здесь, в курортном зале Пицунда, для жителей и гостей этого города состоялся праздничный концерт. В курортном зале не было свободных мест. Посмотреть концерт пришли как жители, так и гости Пицунды. Уже по сложившейся традиции в зал внесли государственный флаг Абхазии. Ведущие праздника рассказали гостям историю флага, подробно пояснили значение цветов и, главное, открытой ладони. Всех собравшихся с праздником поздравил представитель республиканского унитарного предприятия Объединения пансионатов «Курорт Пицунда» Павел Киртбая. Дорогие гости, разрешите мне от имени дирекции курорта Пицунда поздравить вас с Днем государственного флага, пожелать мира, процветания, достоинства. Государственный флаг является символом славы нашего народа. Он воплощает долгожданную независимость и суверенитет. Он связывает историю и достойное будущее нашей страны. Центром притяжения особого внимания зрителей в очередной раз стал государственный ансамбль народного танца «Кавказ». Выступления «Кавказа», как и всегда, сорвали самые громкие овации публики. Вместе с корифеями национального танца в этот праздничный день сцену разделил государственный детский хореографический ансамбль «Абаза», танцоры которого показали свое мастерство. Они исполнили абхазские и осетинские национальные танцы. На сцене также выступили народный артист Адыгеи Руслан Кайтмесов, народный артист Абхазии Анатолий Алтыба, молодые исполнители. Сами зрители, не стесняясь, шли в пляс, некоторые даже поднялись на сцену. Жительница Пензы Наталья Горина уже много лет отдыхает в Пицунде, и, по ее словам, руководство курорта каждый год дарят туристам праздники, которые рассказывают об истории и культуре Абхазии. Мы приезжаем уже сюда не первый раз, и нам очень нравится сама атмосфера. Во-первых, местные жители встречают нас очень радушно. Пансионат нас радует не только, допустим, благоприятным, я не знаю, отдыхом, тем, что питание хорошее, то, что отдых организован, но еще и организует различные концерты. Вот в данном случае сегодня, День флага. Мы очень много узнали интересных групп, причем не только вот группа «Кавказ», где я уже была на концерте, а другие группы, которые выступают. Положительные эмоции, то, что Апсны – это страна души, я с этим полностью согласна. Константин Третьяков вот уже на протяжении 7 лет приезжает на отдых в Абхазию. Он признался, что когда предложили ему поучаствовать в концерте, с радостью согласился.
Абхазская публика заряжает прекрасной энергией, отметил он. Прекрасные люди, прекрасные, отзывчивые люди. Вы слышали сами, весь зал пел вместе со мной. Это так замечательно. От всей души хочу поздравить всю Абхазию и особенно свой любимый город Пицунда с праздником. День флага – это замечательный праздник. Концерт, посвященный Дню государственного флага Республики Абхазия, завершился праздничным салютом. Саид Джарсалия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Уже более 3 недель из-за повреждения кабеля на одной из подстанций в столице остановлено движение троллейбусов по маршруту Рынок-Маяк. Сейчас ведутся ремонтные работы по восстановлению дорожного сообщения. О том, как проходят восстановительные работы и с какими сложностями столкнулись сотрудники троллейбусного управления, в нашем следующем репортаже. Движение троллейбусов «Маяк» было остановлено 1 июля из-за короткого замыкания на одной из подстанций, которая питает трамвайные пути. В результате аварии был поврежден кабель длиной 20 метров. Движение троллейбусов по маршруту Рынок-Маяк до сих пор не восстановлено. Необходимый кабель в Абхазии не продается. Это и затягивает процесс восстановления. С тем, чтобы ускорить решение этой проблемы, руководитель троллейбусного управления Юрий Барганджи обратился за помощью к российскому коллеге Валерию Демченко. Исходя из этого, значит, я с ним договорился, он заказал город Пермь, поскольку и в Краснодаре найти невозможно было. Ну, естественно, оттуда, пока они сформировали, транспортная компания оттуда, пока прибыла в Краснодар, прошло минимум 10-15 дней. Валерий Демченко не только помог в приобретении нового кабеля, но и сам приехал в Абхазию для того, чтобы помочь его установить. 4-й подстанции Маякской по улице Габечия проводим восстановительные работы, а также ремонтные, профилактические. Вводим в действие новые элементы кабельной защиты, защиты агрегатов. Заменили участок кабеля от выпрямителя до катодного автомата 20 метров. Очень много работ проведено, которые повышают надежность подстанции, защиту линии. На время проведения ремонтных работ автотранспортное предприятие Абхазии подключилось к проблеме и помогает облегчить движение городского общественного транспорта. Изначально, когда это произошло, ну, там специфика своя есть, обслуживание населения, но мы обеспечили транспортом. Я не думаю, что помимо 2-3 минут какой-то заминки или поломки транспорта что-либо там произошло, потому что нету жалоб, с пассажирами все нормально, перевозим достаточно-таки, не будем хвалить себя, но комфортно и удобно на новом транспорте. И у нас еще есть 3 резервных автобуса по направлению Рынок-Маяк в случае необходимости, чтобы перевести то количество населения, которое будет необходимо. По мнению некоторых жителей столицы, троллейбус – один из самых удобных видов общественного транспорта. И остановка движения по какому-либо из маршрутов создает множество неудобств. Мы любим, конечно, троллейбусы, потому что они очень обширные и в них очень приятно ездить. Но в сторону Маяка всегда есть сложности уезжать, особенно вечером. Это вообще такая большая проблема. После 6 часов не уехать ни туда, ни обратно. Я, например, работаю в стороне Маяка, я не могу назад добраться. Только лишь одни маршрутки, которые призывают нас сесть постоянно, вот знаете, они дорогие. Ремонтные работы по замене кабеля продолжаются. По словам специалистов, возможно, троллейбусное сообщение по маршруту Рынок-Маяк будет восстановлено уже на днях. Гугу Цавардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем 21-26 тепла, температура морской воды плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.